Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию брифинг на тему противодействия коронавирусу. Замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина озвучит актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в Якутии на 30 ноября. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Расскажите, пожалуйста, об обстановке в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На последний день ноября, на 30 ноября 2020 года, на территории республики, по данным Роспотребнадзора, выявлено 215 новых случаев коронавирусной инфекции. Оценивая количество случаев, глава Республики Саха-Якутия на только что состоявшемся оперативном штабе республики определил данную ситуацию как ситуацию подконтрольную органам государственной власти и органам местного самоуправления и, соответственно, напряженной. В связи с чем указом главы Республики Саха-Якутия был продлен режим повышенной готовности по 15 января. Необходимо обратить внимание, что по 15 января сохранены следующие ограничения, действующие на территории Республики Саха-Якутия. Режим самоизоляции для лиц старше пожилого возраста, старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Для всех граждан республики сохраняется масочный режим социального дистанцирования. Для работодателей республики сохраняются следующие правила. Удаленный режим работы не менее 50%. Обязательное отстранение от работы лиц, которые обладают признаками ОРВИ или сообщения о том, что они заболели коронавирусной инфекцией. Кроме того, обязательствами работодателей является сохранение и обязательное введение социального дистанцирования по возможности в тех учреждениях, которые работают при большом количестве народа. Кроме того, термометрия и, соответственно, дезинфекция. Для учреждений торговли общепита введено новое ограничение, которое устанавливается с 15 непосредственно декабря по 15 января. Оно касается прежде всего учреждений общепита, оказывающих услуги по проведению различного рода, в том числе и групповых мероприятий. Оно связано с тем, что работа ресторанов и услуг общепита, так же, как и по всей Российской Федерации, должна осуществляться не до 0 часов, а до 23:00. Кроме того, главой Республики Саха-Якутия рекомендованы следующие правила для непосредственно предприятий, которые являются предприятиями торговли. Это возможность расширения работы для того, чтобы в предновогодние рождественские праздники не допустить большого скопления народа и самостоятельно регулировать вопросы по концентрации народа и не давать возможности каким-то образом вирусу, соответственно, передаваться. Так будет значительно легче всем соблюдать социальное дистанцирование. Для учреждений образования главой Республики Саха-Якутия определен план, по которому проведение школьных и детских утренников возможно в группах с соблюдением, соответственно, санитарно-эпидемиологических правил, без привлечения при проведении праздников работников и соответствующих, соответственно, родителей. Кроме того, органам государственной власти, органам местного самоуправления определено исключить из планов проведения торжественных крупных мероприятия в реальном режиме времени по празднованию Нового года. Все мероприятия, связанные со встречей Нового года, должны пройти в режиме онлайн. Указанные правила, определенные главой Республики Саха-Якутия, касаются любого населенного пункта на территории нашей республики, независимо от того, есть там случай новой коронавирусной инфекции или нет. На сегодня в городе Якутске, как столице республики, зарегистрировано 111 новых случаев. Большое количество случаев, от 10, 9 и 8 случаев, зарегистрировано, соответственно, в Мирнинском, Нерюнгринском, Мегино-Кангаласском районах.
К сожалению, в связи с открытием автозимников особое внимание сейчас хотелось бы обратить и жителям наших северных районов, и, соответственно, главам муниципальных образований на своих оперативных штабах решать вопрос о соответствующих санитарно-эпидемиологических требований в связи с тем, что постепенно коронавирус у нас приходит и очень в дальние поселения. Как мы определялись, сегодня за сутки нашими лабораториями республики стало браться, соответственно, и проводится 2500 тестов на новую коронавирусную инфекцию. Это связано прежде всего с тем, что меньшее количество лиц, и только в основном больные, для подтверждения диагноза это тестирование осуществляется. Это прежде всего связано с исключением по данным Роспотребнадзора и требованиям Роспотребнадзора необходимости проведения тестирования у контактных лиц. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба о текущей эпидобстановке в республике, а мы переходим к другим новостям. Более 1 миллиарда 400 миллионов рублей выделено на закупку медицинского транспорта для сельской местности в России. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Средства направят на оснащение поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц. Изначально деньги планировалось выделить в следующем году, но из-за ситуации с коронавирусом закупку решили ускорить. Всего планируют приобрести около 2000 автомобилей. Транспорт задействуют для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов. Упрощены правила оформления инвалидности. Премьер правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Как поясняет официальный сайт Федерального Кабмина, гражданам не придется повторно обращаться в поликлинику для уточнения направления. Для установления или подтверждения инвалидности требуется проходить медико-социальную экспертизу. Направление для этого выдается поликлиникой с указанием сведений о результатах медицинских обследований. Раньше, если в направлении был указан неполный объем медобследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями. По новым правилам этого делать не придется. Специалисты Бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации. В декрете можно будет получить новую профессию. Центры занятости будут предлагать молодым мамам востребованные на рынке труда специальности, чтобы после курсов переподготовки они гарантированно нашли работу. Такой закон планирует рассмотреть Совет Федерации. Согласно документу, инициатором которого является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, россиянки, находящиеся в декретном отпуске, смогут пройти переобучение по месту жительства. Как ранее пояснила Яровая, сейчас повысить квалификацию молодая мама может только по месту постоянной регистрации. Если она переехала в другой город, то на курсы профобучения ее не запишут. Теперь это ограничение снимается. День Хомуса отмечается сегодня. От имени руководства республики с праздником, а также 30-летием со дня образования музея и центра Хомуса народов мира якутян поздравил Айсен Николаев. Создание в Якутске музея и центра Хомуса народов мира стало одним из важнейших событий в истории якутского хомуса. Это уникальный в своем роде объект культуры, работа которого направлена на сохранение исторического наследия не только артефактов, но также и традиционной музыки. Во многом, благодаря этому учреждению, сегодня Якутия признана самым варганным регионом мира. У нас наибольшее количество исполнителей, чем где бы то ни было, говорится в поздравлении главы. Спасатели МЧС очищают мост «Русский» на высоте 300 метров. Мост, соединяющий одноименный остров с материком, был закрыт из-за последствий непогоды. Как сообщают в ведомстве, работы выполняются при помощи вибрации. Спасателям предстоит очистить все 560 метров моста. Уже очищено 10 вант. К работе привлечены более 20 человек, в том числе 14 от МЧС, а также промышленные альпинисты и специалисты предприятия, обслуживающего мост. По заявлению Минвостокразвития, для полной расчистки моста понадобится от 6 до 10 дней.
А в последний день ноября в Якутске столбики термометров могут опуститься до минус 35 градусов. Как сообщают синоптики Якутского гидрометцентра, во второй половине дня ожидается небольшой снег, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура ночью была минус 33, минус 35. Сейчас также держится на этой отметке. А к вечеру ожидается минус 27, минус 29 градусов. Между тем, в Анабарском и Булунском улусах сегодня метель с порывами ветра до 28-33 метров в секунду. На севере Жиганского района до 15-20 метров в секунду. Традиционную ярмарку ИДГ-2020 проводят в старом городе Якутска. Там можно купить свежее мясо и рыбу от якутских производителей. Представлено 18 участников со всей Якутии. Это сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, фермерские и частные хозяйства, занимающиеся животноводством. По сообщению организаторов, ярмарка будет проходить каждые выходные до конца декабря. Приезжает очень много участников. Вот у нас, допустим, уже 18 участников, которые постоянно приезжают к нам с разных районов республики, начиная от Чурапчи, кончая вот Оленёкским районом. Продаем около 4 видов именно мяса: оленина, говядина, свинина. Вот. Также масло. Участники у нас Чурапча, Агрохолдинг, Туймада, Амга, СХПК, ну и разные фермеры, которые приезжают с разных районов республики. Далее о спорте. 3 якутских боксера вышли в следующий раунд чемпионата России. Спортсмены выиграли свои бои во второй день турнира. В весовой категории до 52 килограммов свою вторую победу на чемпионате записал свой актив 18-летний боксер из Мегано-Кангаласского района Евгений Мартынов. В этой весовой категории свой первый поединок в чемпионате провел и лидер сборной Василий Егоров. Заслуженный мастер спорта разобрал в стартовом бою боксера из Бурятии. Вечернюю сессию второго дня из якутских боксеров закрывал Назар Андреев, представляющий на турнире Москву. Свой первый поединок якутянин тоже выиграл. Причем Андреев вырвал победу буквально на зубах в концовке третьего решающего раунда. Алдан озаряется светом гирлянд. Городская елка зажглась несколько дней назад. Убранство преображает улицы. В магазинах начинается предпраздничная суета. Отмененных в режиме повышенной готовности массовых торжеств жителям, конечно, не хватает. Однако вера в чудеса ничуть не меньше. В предновогоднюю суету окунулась Татьяна Вахнина. С каждым днем ожидание сказочного чуда охватывает все явственнее. Фасады зданий украшаются причудливым убранством, разноцветием загораются гирлянды. Город расцветает новогодним волшебством. Несколько дней назад зажглась главная елка города. Несмотря на мороз, вечерами площадь Дворца культуры отнюдь не безлюдна. Хотя, конечно, традиционного празднества, посвященного открытию елки, в этом году не хватает. Постоянно ходили открытие елки. А сейчас что-то, если пандемия ковидом. Преображаются и торговые точки. На проведение еженедельной дезинфекции сотрудники одного из алданских универсамов вышли на 2 часа раньше, и к открытию магазина в зале зажглась пушистая красавица. Очень даже красиво. Вообще приятно заходишь в магазин. Красиво, украшения, все. Новогоднее, домашнее. Домой хочется сразу. В преддверии главного праздника года расширяется и ассортимент магазинов. Пора позаботиться о подарках, и стеллажи с яркими свертками и коробками привлекают не только детей, но и взрослых. Сладости детям. Всем по-разному. Игрушки какие-нибудь новогодние. Кому-то для дома. Ну, сладости там вкусные такие вот. Пока особого ажиотажа на приобретение подарков не наблюдается, люди еще продумывают идеи. Обычно спросом пользуются шоколадные наборы и сувениры с символом наступающего года. Кстати, придутся и бытовые атрибуты. Не слишком такое дорогое, но чтобы по хозяйству и что-то практичное, что-то. Новогоднее убранство, отмечают и продавцы, и покупатели, создает особенную атмосферу, когда легко верится в то, что все мечты сбудутся, а предпраздничные хлопоты захватывают без остатка. Татьяна Вахнина, Алдан. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.